Время новостей на База ТВ. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Закон принят с исполнением трудностей. Из 420 организаций, в которых трудятся госслужащие, в срок подали декларации только 94. Беспрецедентная находка. 5 больших античных пифосов обнаружены в ходе раскопок в селе Меркула. Летняя галерея в эпоху ковида. В Центральном выставочном зале Союза художников открылась экспозиция. Непростую ситуацию на рынке топлива обсудили в правительстве. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с вице-премьером, министром экономики Кристиной Азган, которая доложила главе правительства о ситуации на топливном рынке страны, сообщает сайт правительства. Ситуация на рынке топлива очень сложная. С декабря прошлого года произошло значительное увеличение стоимостных показателей на поставку топлива. Увеличение порядка 12% с начала прошлого года. Поставки в июле были уже со значительным изменением цен, а стоимость поставок в августе отличается от июльской. Отпускаемая стоимость в эти месяцы ниже закупочной. Все эти факторы могут повлиять на возникновение нехватки топлива в стране. В данный момент мы готовим предложение об изменении цен на нефтепродукты, сказала Кристина Азган, отметив, что данные обстоятельства обусловлены тем, что Республика Абхазия не может влиять на стоимость поставки топлива ввиду того, что не располагает собственным производством. Топливо поставляется из Российской Федерации, и общеизвестно, что сейчас на российском рынке топлива ситуация с ценами очень сложная. Премьер-министр поручил провести в профильном ведомстве совещание с участием поставщиков нефтепродуктов, обсудить с ними варианты разрешения данной ситуации. Закон принят с исполнением трудностей. Закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами вступил в силу 1 июля. До 1 августа все декларанты должны были подать соответствующую информацию в налоговую службу. Но из 420 организаций, в которых трудятся госслужащие, в срок подали декларации только 94. Наши корреспонденты решили выяснить, какие трудности могли повлечь за собой такую задержку. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Декларацию и приложение к ней своей рукой должен заполнить сам декларант. Отнести документы в отдел кадров той организации, в которой трудится. А там ответственное за сбор заполненных деклараций лицо обрабатывает их и в электронном виде загружает в программу, логин и пароль которой дает ему специалист налоговой службы. Мы позволили отделам кадров получить доступ к определенной части нашего программного обеспечения для того, чтобы они могли внести в электронную базу данных Министерства по налогам и сборам основные данные с декларацией. В налоговой службе также есть сотрудники, которые занимаются обработкой данных и загрузкой их на сайт ведомства. В настоящий момент все декларации, которые поступили в налоговую, находятся в публичном доступе. В разделе декларации на сайте Министерства по налогам и сборам есть строка, где вносится название организации. То есть не нужно писать, допустим, Министерство по налогам и сборам. То есть при вводе слова «министерство» система предлагает варианты. Человек выбирает, затем выбирает очень важный момент, не год отчетный, за который отчитывается, допустим, в нашем случае 2020 год, а год, в котором подали декларацию, то есть 2021. Нажимаем «Найти», получаем доступ ко всем декларациям, которые размещены этой организацией. Сбор деклараций и их обработка идет оперативно, чего не скажешь о заполнении. Из 420 организаций, сотрудники которых должны отчитаться в срок, подали заявки только 94. У нас достоверных сведений о том, какое количество декларантов, не то что декларация, а декларантов у нас даже неизвестно по некоторым объективным причинам, поэтому говорить о проценте сложно, но могу сказать, что 420 организаций, которые у нас есть, это за исключением унитарных предприятий, муниципальных, республиканских, обратилось с запросом о предоставлении логина и пароля всего 94. То есть мы наблюдаем здесь, конечно, хотелось бы еще более активно, чтобы министерство к нам и ведомства обращались, и не только министерство, но еще и различные государственные учреждения.
В чем причина задержки, в налоговой ответить затрудняются. Не увидели трудности в заполнении декларации в учреждениях, которые подали их одними из первых. Например, в Нацбанке. Уже 26 июля все данные об имуществе и доходах служащих главного банка страны были в налоговой службе. Достаточно просто прошел процесс подачи всех деклараций. Всего 46 сотрудников Национального банка Республики Абхазия заполнили и сдали их в отдел кадров. Да, у нас вышел внутренний приказ банка, согласно которому необходимо было в срок до 26 июля заполнить. Заполняли самостоятельно. В отделе кадров нас просто немного перепроверяли, чтобы не было никакой несогласованности. То есть ничего сложного, но достаточно трудоемкое было в плане того, чтобы ничего не забыть, ничего не упустить. Но я думаю, что все справились. В аппарате Кабинета министров также не возникло никаких трудностей с заполнением декларации о доходах и имуществе. По словам Андрея Гуня, начальника отдела правового обеспечения аппарата Кабинета министров, в законе четко прописано, кто и как должен заполнять документ. Поэтому со своими первыми декларациями чиновники Кабмина справились быстро. С фактическим заполнением декларации каких-то проблем и осложнений не выявлено. Прошло все достаточно, все в требуемом виде и в надлежащие сроки. Должностные лица аппарата Кабинета министров, премьер-министр, вице-премьер и члены их семей, которые в соответствии с законом о декларировании относятся к субъектам декларирования, соответственно, все эти данные отображены. Декларации в установленном порядке сданы в кадровую службу аппарата Кабинета министров и представлены, опять же, в установленном порядке в Министерство по налогам и сборам. Но раз процесс декларирования затянулся, значит, проблемы есть. Из телефонного разговора с одним из сотрудников парламента стало известно, что не все депутаты подали декларации. Они ушли на каникулы. В налоговой говорят, что многим помешал COVID-19. Кто-то находится на самоизоляции, кто-то болеет. Активист за 20-ю статью Конвенции ООН Астамур Какалия называет происходящее саботажем и требует назвать чиновников, не подавших декларации до 1 августа, и уволить их. До сих пор не говорят, кто же нарушил нормы декларирования. Кто сейчас не подал декларацию, какие организации нарушили. Нам не говорят этого. Теперь надо озвучивать остальных и руководителей домой. Статья 15. А во-вторых, он считает неправильным, что не все данные декларации публикуются на сайте. Например, адреса квартир и домов, которыми владеют чиновники. Это, по его мнению, усложняет проверку данных и дает возможность чиновникам укрывать свои активы. Статья 8 закона гласит: декларации, представляемые в соответствии с настоящим законом, не являются сведениями конфиденциального характера, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну. То есть ваш участок, как чиновника в Новом Афоне или в Гаграх, не подпадает под государственную тайну. И когда вы не указываете его местоположение, вы тем самым нарушаете закон. Планируется нарушить закон, сделать совсем уж конфиденциальным все. И прокуратура, СГБ, МВД не будут иметь прямого, полного доступа с адресами, с расчетными счетами, с названиями банков. Вот эту полную декларацию, настоящую декларацию, не увидят, планируется сделать так. Просто похоронить информацию в архиве МНС, самим ничего не найти и другим не дать. То есть я сотрудник ОБЭПа. Хочу проверить вашу декларацию, Марьяна. Я должен попросить своего начальника, чтобы он обратился в МНС и мне предоставили возможность изучения вашей декларации. Ваш начальник, возможно, двоюродный брат того, кого мы собираемся изучать, и он мне скажет просто «не надо». Это попытка сделать из стандартного хорошего закона обычный футбол. То есть обычный бюрократический футбол. Я пишу вам, вы отписываете кому-то еще. Но есть и другое мнение, что даже те данные, которые сегодня публикуются на сайте налоговой, могут стать базой данных для злоумышленников. Другие говорят, что список декларантов слишком раздут. Третьи напоминают про лазейки, например, отсутствие необходимости декларировать имущество совершеннолетних детей, что делает, на их взгляд, закон неэффективным. Но закон принят, а с исполнением трудности. Марьяна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ.
Коротко об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 2 августа тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 550 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них. В Гудаутской ЦРБ за 2 дня скончались 6 человек. Мужчины 45, 78, 83 и 2 65 лет, а также женщина 75 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 22 227 человек. Зарегистрировано 313 летальных случаев. Выздоровели 17 898 человек. МВД Абхазии продолжает проверки объектов общественного питания, розничной торговли, а также гостиниц и отелей на предмет исполнения антиковидных ограничений, сообщает пресс-служба ведомства. Смотрите материал наших коллег из МВД. Наличие индивидуальных средств защиты по-прежнему остается обязательным атрибутом каждого человека. Усложнившаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии, к сожалению, ввела ряд серьезных корректив в нашу обычную размеренную жизнь. На предмет исполнения антиковидных ограничений сотрудники МВД Абхазии проводят масштабные проверки в местах массового посещения граждан. Общественный транспорт, торговые точки, предприятия общественного питания. Не остаются без внимания базы отдыха и гостиницы. Коронавирусные патрули, в состав которых помимо правоохранителей входят и представители администрации и сотрудники районных СЭС, проверяют соблюдение требований распоряжения президента о мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции. И один человек не соблюдает все меры безопасности. Это вам. Спасибо. А вы не уходите? Все должны обязательно соблюдать все меры безопасности. 1,5 метра дистанция должна быть. По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар за прошедшие дни целевые предупредительно-профилактические мероприятия проведены на территории популярных курортов всего Гагрского района. Сотрудники районного управления внутренних дел из числа подразделений милиции общественной безопасности уже посетили свыше 50 гостиниц, пансионатов и отелей, среди которых расположенные в Пицунде, Самшитовая роща, Литфонд, объединение пансионатов курорта Пицунда и другие. Проверили десятки кафе и ресторанов, а также самые посещаемые организации розничной торговли. В связи с распоряжением президента и приказом министра внутренних дел совместно с администрацией и службами санэпидстанции проводятся ряды мероприятий по общественным местам, масочный режим, дистанция. Кафе, общественные места, супермаркеты, гостиницы, санатории патрулируются сотрудниками ППС. Ежедневно все это мониторится, люди предупреждаются. В целом большинство людей ведут себя законопослушно. Нарушения есть, но правоохранители системно проводят и разъяснительную работу, и проверки. Владельцам и руководителям торговых точек, гостиниц и отелей сотрудники милиции вручают под роспись рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, в которых расписаны все санитарные требования. Также правоохранители напоминают жителям и гостям Гагрского района о необходимости соблюдения социальной дистанции и обязательного использования средств индивидуальной защиты. О внешней политике. МИД Абхазии назвал проект резолюции грузинского парламента по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта, цитата, «оторванным от реальности и искажающим причины абхазо-грузинских противоречий». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Как сообщает МИД Абхазии, в принятом в Грузии документе правительство, цитата, «призывает Российскую Федерацию к деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона, к отмене незаконного признания независимости, а также к прекращению насилия по этническому признаку и к конструктивному участию в женевских международных дискуссиях». В ведомстве напомнили, что вся ответственность за развязывание войны в Абхазии в 1992 году лежит на Грузии, точно так же, как и за трагические события в Южной Осетии в 2008. Необходимо отметить, что усилия грузинских властей представить абхазо-грузинский конфликт как российско-грузинский не имеют никакого оправдания и, по сути, являются лишь попытками уйти от ответственности, сняв с себя бремя своих преступлений, говорится в сообщении МИД республики. Между тем, Грузия заявила, что
Международные партнеры должны отказаться от термина «Южная Осетия», заменив его на Цхинвальский регион, передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси. Председатель парламентского комитета по внешним связям Николос Самхарадзе на внеочередной сессии парламента при обсуждении вопросов деоккупации и взаимоотношений России и Грузии заявил, что употребление термина «Южная Осетия» противоречит Конституции Грузии. Должен употребляться соответствующий нашей Конституции термин «Цхинвальский регион», призвал Самхарадзе. Экс-министр обороны Абхазии, герой Абхазии, генерал армии Мераб Кишмари отмечает 60-летний юбилей. От имени руководства Министерства обороны Республики Абхазия, всего личного состава вооруженных сил поздравляет Мераба Кишмария министр обороны Абхазии Владимир Ануа. Как в частности отмечается в поздравительном адресе, ваш жизненный путь является истинным примером служения отчизне. За годы профессиональной деятельности вы зарекомендовали себя как ответственный руководитель, умеющий эффективно решать задачи высокой государственной важности. Ваша активная деятельность свидетельствует о том, что высшими нравственными и политическими ценностями для вас являются интересы народа и безопасность государства. Конец цитаты. Образование и наука. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия встретился со студентами IT-колледжа «Сириус». По результатам прошедших экзаменов 6 абитуриентов из Абхазии набрали достаточное количество баллов и были зачислены в учебное учреждение. «Сириус» — это образовательный центр, созданный по инициативе президента Российской Федерации, главной целью которого является раннее выявление и развитие одаренных детей в области информационных технологий. Поздравляю вас с поступлением в один из лучших образовательных центров «Сириус». Вы поступили в IT-колледж, который является уже одним из примеров, да, центров, где можно получить лучшее образование в России и ближнего зарубежья. Поэтому для нас и для вас тоже это уникальная возможность проявить свои таланты, свои умения и получить лучшее образование в сфере IT-технологий. Я уверен, что вы себя покажете как добропорядочных, воспитанных и умных, грамотных, да, граждан Республики Абхазия, Российской Федерации. Я давно слышала про «Сириус», и мне стала очень интересна эта новость, когда я услышала, придя сюда в министерство, о том, что открывается набор в колледж IT в «Сириусе». И я решила тоже попробовать, ибо мне это очень принципиально, для меня это важный приобретенный навык, который я потом могу использовать в будущем. Я выбрала факультет компьютерной системы и комплексы, потому что я сама давно интересуюсь компьютером, и мне было бы интересно полностью его изучить и также продолжать этим заниматься. Ну, я считаю, что у этой профессии также есть будущее, потому что все, что связано с компьютером, так или иначе, оно очень быстро развивается. Поэтому я думаю, что мне эта профессия очень пригодится. И я хотела бы, если появится такая возможность, устроиться в Министерство юстиции в этом здании. Репортаж на эту тему смотрите после выпуска новостей в нашей традиционной рубрике «Амш Ахтес». У старшеклассников абхазских школ появилась уникальная возможность впервые поучаствовать в знаменитой передаче «Умницы и умники» на Первом канале. По результатам 3 отборочных этапов, в которых участвовало до 20 школьников, 3 отличились. Победа в интеллектуальном соревновании дает возможность участникам автоматически быть зачисленными в МГИМО. Передача «Умники и умницы», которая идет на Первом канале, интеллектуальная игра, которую все знают. И в этом году 3 наших учащихся будут иметь возможность участвовать в этой игре. Надеюсь, что успешно. Ну, для отбора учащихся, в котором мы решили, что должны участвовать именно 10 классы, ученики 10 классов, мы провели первый тур онлайн, ну, в связи со всей этой обстановкой, понятно, мы провели в онлайн-режиме. И из 70 учащихся 8 проявили лучшие знания.
лучшие показатели. И вот эти 8 человек сегодня должны были пройти второй тур. Я говорю «должны были», потому что в силу обстоятельств у нас дети некоторые заболели, поэтому у нас участвовало, к сожалению, только 5 человек. Из этих вот 5 мы выбрали 3. Первый это был конкурс красноречия, второй знание грамматики русского языка, и 3-й этап мы решили провести по роману Апсха, известному историческому роману Апсха Амаршина. Учащиеся, которые сегодня победили в этой игре, я надеюсь, уже где-то вот в ноябре, в декабре будут проходить съемки передачи. Понятно, что перед этим они должны будут пройти определенные собеседования там, они должны будут получить список литературы, подготовиться, и я надеюсь, что у них будет достаточно успешное участие в этой передаче. Мы все надеемся на это. Если они выиграют, я надеюсь на это, то у них будет возможность поступить в МГИМО благодаря своим знаниям. Беспрецедентная находка. 5 больших античных пифосов обнаружены в ходе раскопок в селе Меркула. Датируемые приблизительно 3-5 веком нашей эры, сосуды использовались жителями древнего городища для хозяйственных целей. Исследование проводится совместно с специалистами Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии и Института археологии Российской академии наук. Меркульское городище уникально тем, что это первое обнаруженное в Восточной Абхазии полноценное поселение именно местных жителей, которое было построено без участия греков и римлян и просуществовало аж до 15 века. Подробности у Надежды Боровиковой. Совместная российско-абхазская археологическая экспедиция в селе Меркула продолжается с 2013 года. Спустя год после ее начала было обнаружено крупное городище, и с тех пор ежегодно российские и абхазские специалисты проводят здесь раскопки. За это время удалось обнаружить все 4 стены, защищавшие поселение, храм с престолом, башни, а этим летом и хозяйственный склад. В этом году нами было совершенно случайно обнаружено вот на этом подъеме, в данном случае, склад пифосов. Это элемент хозяйственного комплекса, здесь первой линии обороны данного городища. Обнаружен был совершенно случайно. То есть небольшая дырочка в земле, которую решили посмотреть, что там за норкой, что происходит, обнаружили, что под ней находится полость. И чтобы избежать обвала, разрушения, потому что полость была действительно внутри достаточно объемная, нами было решено заложить здесь раскоп и вскрыть. Соответственно, как вы видите, было обнаружено 5 пифосов. 3 из них абсолютно целых, 2 частично разрушенных. На самом деле полость в земле обнаружил старший сын Галины, Владлен. Все ее 4 детей увлекаются археологией. Возможно, потому что с детства бывали с мамой на раскопках. Владлен так обрадовался своей находке, что никого не допускает к раскопу. Хочет сделать все сам, конечно, под надзором старших. Датируем мы пока предположительно по сопутствующему материалу. Это где-то 3-5 века нашей эры. Это хозяйственный склад. То есть эти пифосы использовались для хранения продуктов. Могло быть вино, могло быть зерно, могло быть соленое мясо, рыба. То есть они вкапывались в землю. Это было такое вот производство типа погреба современного. Он был крыт черепицей, судя по имеющемуся материалу. То есть пифосы частично вкопанные в землю, имели крышу черепичную, соответственно, здесь. Хозяйственный отсек расположен недалеко от первой линии обороны городища. Очевидно, здесь хранились продукты для защитного гарнизона. Сама стена была возведена ориентировочно во время готского нашествия в середине III века. Именно ухудшение политической ситуации способствовало созданию Меркульского городища. Более ранние поселения эллинского и древнеримского периода были обнаружены ниже, ближе к морю. Это непрерывная жизнь. Вначале вот здесь на плато с появлением более опасной военной ситуации население уходит вот туда, вот наверх. Там же мы обнаружим и остатки башни, построены тоже в римский период, и которые существуют до сих пор фактически высотой в 7-8 метров. Далее там у нас будет один из самых ранних именно в глубинной Абхазии, не на побережье, христианских храмов, еще развалины замка, еще оборонительных стен, следы дороги. То есть это очень крупный комплекс, крупное городище. Естественно, население, которое здесь жило, обладало достаточно большими финансами, чтобы возвести все эти оборонительные сооружения. Имело тесные связи с античными центрами, скорее всего, первично, естественно, здесь Гюэнес, который находится в районе современного города
города Чимчиры. Ну, не исключено, что, естественно, и с Севастополем, естественно, торговые связи имелись. Руководитель абхазской части экспедиции, историк Сурам Сакания, подтверждает, что Меркульское городище беспрецедентно. Подобные поселения в Восточной Абхазии до этого не находили. Особый интерес представляет тот факт, что поселение организовано местными жителями. Ни греки, ни римляне не имели отношения к его возведению. В первую очередь, конечно, они должны быть вот эти цельные переданы в музей, если у них есть место, значит, для экспонирования. А если нет, у них, к сожалению, в музее нет хранилища, чтобы, значит, куда-то сдавать. Ну, в данном случае, как, значит, мы все, как положено, значит, зачертим, зарисуем, 3D-снимки сделаем, значит, чтобы можно было, значит, со всех сторон смотреть и так далее. И обратно их поставим и временно законсервируем на месте. В Государственном музее есть из села Паквеши. Значит, там сосуд немножко, может быть, потому что там есть пальчиковые вот эти вот не вдавления, а полоски горизонтальные по кругу. А в данном случае у нас этих нет, но есть интересный такой, значит, как это называется, знак, штамп на сосуде, который только, да, клеймо, которое мы собрали. Кстати, это клеймо, оно встречается в Пицунской, во втором храме, в напольной мозаике. Позднее, скажем, на территории Абхазии, это в ведийском храме. А так вот достаточно такая форма встречается, ну, значит, глубже не скажу, но с 4-5 века уже точно в христианских памятниках Турции, Сербии, Болгарии. К сожалению, Академия наук Абхазии не участвует в финансировании проекта из-за нехватки средств. Гранты Галина Требелева вначале получала от Российского гуманитарного научного фонда, затем от Российского фонда фундаментальных исследований. В этом году впервые финансирование получить не удалось, и раскопки продолжаются за счет спонсорской помощи супруга Галины, профессора Российской академии наук, специалиста в области химии и наноматериалов Глеба Юркова. И хотя это удовольствие не из дешевых, ученые, осознавая научную ценность городища, решили продолжить раскопки за свой счет, в надежде, что в следующем году их опять кто-нибудь поддержит. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Карельские корабелы построили копию исторического судна для Абхазии по заказу Национального исторического парка Апсны. Боевая галера успешно прошла ходовые испытания в Петрозаводской губе Онежского озера. 15-метровая ладья может ходить под парусом или на веслах. Слово нашим коллегам с канала «Вести Карелия». Карельские корабелы построили копию исторического судна для Абхазии. Боевая галера успешно прошла ходовые испытания в Петрозаводской губе Онежского озера. 15-метровая ладья может ходить под парусом или на веслах. Судостроители также снабдили ее 2 электромоторами. Суда подобного типа известны еще с античных времен. Абхазы использовали галеры не только в военных, но и мирных целях. Перевозили грузы и скот. Было непросто, потому что судно необычное, мы таких еще не строили. Это боевая галера. Изображений ее сохранилось очень мало. У нас традиции так, когда ребенок рождается, за ним смотрят сперва. Дают домашнюю кличку, а потом дают имя уже по характеру. Так, я думаю, что и с этой галерой будет. В Абхазии галера будет ходить по знаменитому горному озеру Рица. На ней будут катать туристов. Красивейшее озеро теперь часть этнопарка Апсны. А в научных кругах республики строительство этого судна восприняли как символ возрождения традиции. Таких кораблей в Абхазии не строили больше 2 веков. Я надеюсь, что эта галера будет не только украшением для этнопарка Апсны, но будет как материал, над чем можно работать, и который будет дополнять нашу абхазо-адыгскую историю. По пути исследования, значит, данное судно будет выставлено в Московском историческом музее, где будет показано всему абхазо-адыгскому народу общая история, реликвия наша общая, которая даст возможность нам и объединения. На Петрозаводской верфи исторического деревянного судостроения «Варяг» сейчас строят 2-ю аналогичную галеру для Абхазии. Корабль будет готов к началу осени. Печальная весть. Родные и близкие извещают о смерти ветерана Великой Отечественной войны Бориса Камшишевича Кутарба. Похороны состоялись в селе Блабырхо Гудаутского района. В нашем архиве сохранился проект с участием Бориса Кутарба. Теперь эта передача посвящена памяти ветерана. 43-й год
Винничек прияха маезис Сергей. Ага, сак Швейцария, а Кыртхар дивизия. Совсем это саком хараяк يرجوزجة وصل فتيك نحرقت أديس نقلقيت ورسولها هاي بشيسون هم تكون حرا أكرتكوا زعم حوزي ستايل نكرتكوا يماكي دكويتي أبريخ ينيكلي سرابتم ساكشي سيد سكول شام ناقي سازغو يجمع دي توخن خي بستين يا جان خي دلا سرواك تاكم في دبرك تاك في انسان خي فش شن سرجي ترسون با دي كبريس دي كبرزا في شاتي ود سورشتي سادرس عملتو بزنزا زغيني جوخ مزكيك أبسيالتي تها زغواخ مسجد زبلا كرت يغن كتايش يغن بتم يغن بولك خاتغز بولك خاتغز بولك عبري هاي بشنخ سأرس الغانزا بيتناتو ماي إليتريناتو شاسي خاستول حاجد قبل هاشقا أشكوا حتى نحدكوتي أشكوا فكون حمزمس أشكوا حتى نحدكوتي أشكوا يرجون أثناء بس يميتر كقص هكذا أتم عينوسان أبوي ببرستان هو ماشين نيزومز أبرستو شبلا يقول مرشانش خايشتم وبريخ نرجوت عرفت أنا حتوا أمامي سجوايا يعني ويا بشي سلا أي بشي نيو قاشك بتكنسا وبريخ شخص سون سلا عرف سون يجون أسنريات كفوسي مش دوخ حيقو من أميوت أسنريات كو أمشين الله يكايشين يبريز يتاو ينيجني شيء شغلة دكتورتي لا ينيجي خبا ناس وجاب بس بين زادني خطان شغلة كده على تقا أظن لو كده أبوي بتم تعشم هاي بشغال خلاص هذا أنا سوريا قدام شكوى مسكين جياش هابش من هالشيء عارف إذا بشو هاي بشيل قد حال أبي بيت أقول لك حاجة حرام الرسوليزا كنت شيء أجمع فقط نجينا يلمنين أوز على حربوت حنيت دين ببيدي حق دمجني حربوت حنيت يكفي سبني يقضي أرياف نتحش وخاطر درشكان الرا هاي بشي درشكان هاتور ذاك تحت ذاك Продолжаем выпуск. Летняя галерея в эпоху ковида. В Центральном выставочном зале Союза художников открылась экспозиция. Она проходит с соблюдением строгих эпидемиологических мер. Какие работы входят в экспозицию и как ее посетить, расскажет Элеонора Гилаян.
В связи с эпидемиологической обстановкой многие проекты в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии были перенесены на более поздние сроки, так как в сложившейся ситуации творческое сообщество приняло решение не проводить массовых мероприятий. Однако художники, как и представители других творческих профессий, в период пандемии переживают не самые простые времена. И именно с целью поддержать беспрерывный творческий процесс мастеров кисти организована экспозиция «Летняя галерея». Это культурно-образовательные программы, это дискуссии, это встречи. Мы ушли от этих форматов, мы понимаем все, что происходит в нашей стране, в какой сложной ситуации. Мы оказались все вызваны такой вот эпидемиологической обстановкой. Но мы в то же время понимаем, что эта ситуация может продлиться очень надолго. И посоветовавшись, пообщавшись с нашими коллегами, с художниками, мы подумали о том, что мы не будем проводить выставку, но мы сделаем экспозицию работ абхазских художников. И вот в режиме такой открытой галереи, когда любой желающий может посетить ее, мы специально разработали режим посещения зала, может посмотреть. Сам этот проект, если можно его назвать проектом, это, конечно, такая вот, наверное, поддержка этого вот такого вот творческого процесса, в котором художник в любом случае находится и во время пандемии, и после нее. И вы видите, здесь вот половина работ, представленных на этой экспозиции, они новые, даже больше. Я думаю, более 70% представлены на этой экспозиции, они новые. Она будет обновляться. И, на мой взгляд, даже вот в таком очень узком формате, да, работа этой экспозиции, она окажет все-таки такое вот благотворное влияние. В живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство. Желающие смогут ознакомиться с экспозицией в соответствии с режимом и правилами посещения. Работает смотритель в зале. У него есть эта инструкция. Запускать не более 5 человек. Вы видите, зал у нас здесь 180 квадратных метров в одном зале. При входе у нас есть маски, есть санитайзеры для тех, кто забыл. И мы не принимаем никакие организованные группы, только единичные посетители в масках могут прийти, посмотреть и уйти. Вот в таком вот режиме. Как отмечает Эльвира Арсалия, творчество в тяжелое и психологически, и физически время несет с собой в том числе терапевтическую функцию. Благотворное влияние никто не отменял. У нас вчера были посетители. Мало очень мало, но приходят с пониманием. Я вот вчера не встретила ни одного человека, который сказал, что кто-то вот пришел, не одел маску, забыл, да, но сказали одел, есть понимание. И поэтому вот я вчера наблюдала, люди смотрят, приходят, потому что это время больших человеческих переживаний, а художники очень хорошо чувствуют время. И их работы, их произведения, они могут здесь играть какую-то очень такую хорошую терапевтическую функцию. Поэтому я думаю, что здесь абсолютно, как и художникам, так и зрителям, эта ситуация, она необходима. Работы, представленные в экспозиции, доступны к приобретению. Летняя галерея продлится до 1 сентября. Элеонора Гилаян, Рамо Камкия, Абаза ТВ. Сейчас о турсезоне. Абхазия бьет рекорды по дешевизне для отдыха туристов в августе, пишут «Известия» со ссылкой на российских туроператоров. По данным издания, тур в республику на неделю с перелетом через Сочи обойдется в сумму от 15 тысяч рублей на человека на туробъекте без питания. При этом самыми доступными по ценам также остаются Турция и Греция. Поездка туда на неделю будет стоить 20-25 тысяч рублей на двоих. Новый Афон, между тем, попал в список основных направлений для отдыха вдвоем в бархатный сезон. Об этом сообщает Твил.ру. По статистике сервиса, туристы бронируют отдых от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки. При этом дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже в Лахденпохе. А самые популярные для романтического отпуска – Ялта и Сочи. Ну, а Сочи Ньюс накануне писала, что на границе с Абхазией выстроились пробки из сотен автомобилей. Очевидцы в Сочи 2 августа сняли пробку
и сотен авто у границы. По словам очевидцев, для того, чтобы проехать в соседнюю республику, ожидать приходится на 30-градусной жаре около 2,5 часов. Особенно нелегко приходится пассажирам с детьми. Возможно, массовый и резкий наплыв туристов в Абхазию связан с введением ограничений для туристов в Сочи и требованиями местных властей об обязательной вакцинации. В Абхазии подобные правила пока не ввели. В июле 2021 года при плане в размере 128,7 миллионов рублей таможенными органами начислено 247,2 миллиона рублей. Плановый показатель по плану за июль месяц выполнен на 192%, сообщает сайт Государственного таможенного комитета Абхазии. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года показатели по начислению платежей в текущем году за 7 месяцев увеличились на 492,0 миллионов рублей, в сравнении с 2019 годом на 448 миллионов. Восстановительные работы на Келасурской насосной станции завершились раньше намеченного срока, сообщил заместитель начальника департамента ЖКХ администрации столицы Руслан Авицба. После того, как резервуары заполнились, вода примерно через 2 часа поступила в дома жителей улиц Батумская и Чанба, села Баслата, Идзыгута и частично район Турбазы. Водовод, проложенный через реку Келасур, был смыт в результате подъема воды в реке 27 июля. С 29 числа были начаты работы по восстановлению 120-метрового напорного водовода диаметром 50 сантиметров. Уровень воды в реке не позволял начать работы раньше. Также была подмыта дорога к месту аварии. Администрация города привлекла к работам спецтехнику для проведения ремонта. Кроме того, столичное муниципальное управление благоустройства уже несколько дней проводит работы по очистке пляжей. Пляжи убираются как вручную, так и с помощью техники. Так уже расчищена береговая полоса на набережной Махаджиров. Сейчас работы продолжаются на набережной Диаскуров от поворота в микрорайон Маяк к центру. В Маяке уборкой пляжей занялись и сами жители. Они не только собирали, но и старались самостоятельно вывести его с пляжной зоны. Работы по очистке пляжей коммунальные службы планируют завершить в течение 2 дней. Сейчас о погоде. В среду, 4 августа, в Абхазии переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью 24, днем до 30 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на канале и сайте. До встречи в эфире.